Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Судьбоносное предложение. От кого, когда и о чем. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе с вами посмотрим. Загадайте на себя, а я пока прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Но здесь два предложения, которые коренным образом повлияют на вашу судьбу. И еще так чуть-чуть по мелочи вышло, такое несерьезное. Ну, давайте начнем с предложения по личным отношениям, по личной жизни. Девочки, предложение идет скандальное. Я не знаю, как вам это объяснить, да, как набраться смелости и не сгореть от стыда. Но вам будут предлагать интим, да, интимные отношения, причем на полном серьезе, причем прямо здесь и сейчас. Да, вот самое ближайшее время идет. Вам их будет предлагать мужчина. У кого-то симпатия с этим мужчиной, а кто-то, может, как-то пару раз видел, но не придавал значения. Но, по крайней мере, на глаза он вам попадался. Вот. Ну, а кто-то общается с этим мужчиной, он там, не знаю, работаете вместе, дружите, там, может быть, он там в кругу знакомых, этот мужчина, сосед, может быть, да, в конце-то концов. И вот этот человек наберется смелости. У кого-то под допингом будет, у кого-то, в принципе, на каком-то адреналине. Подойдет к вам, так и скажет: вот хочу, не могу, вот свела ты меня с ума, всю душу вытрепала у меня. Вот есть не могу, спать не могу, жить не могу, потому что тебя хочу. Вот. И делай с этим, что хочешь. Желательно, конечно, согласись. Вы, конечно, будете в шоке. Для вас это, как обухом по голове. Да? Вам сложно будет поверить в то, что это происходит. Вам сложно будет как-то связно, да, вот связанной речью дать какой-то адекватный ответ. Вы очень растеряетесь. Даже самые смелые девушки от такого предложения вот как-то врасплох он вас заставит. Просто представляете, вы стоите там где-нибудь, я не знаю, около дома. Либо вы там на работе что-то делаете. Подходит мужчина и говорит: вот хочу, не могу, да, будь моей любовницей. Прямо здесь и сейчас. Будет жарко, будет очень-очень жарко, и, знаете, сначала шок, потом возмущение, а потом: да как ты можешь, да кем ты меня видишь, да, что ты тут обо мне думаешь, понимаете, понесется жара. Вообще я вам скажу такую вещь, что если вы с этим мужчиной согласитесь на его это предложение по поводу своей интимной жизни, вы не пожалеете. Но только при условии, если этот мужчина свободный. Если у него нет там, жены, там, обязательств перед другой женщиной. Вот у вас именно с интима все пойдет на серьезку. Если мужчина не свободный, то здесь риск разбить себе сердце. То есть у вас начинается, например, яркая интимная жизнь с этим человеком, там страсти, люди горят, люди кипят, а потом все это перейдет все равно на серьезное, то есть перейдет на любовь. И он влюбится, и вы влюбитесь. Вот. Такая немножко будет трагическая история, болезненная история. И не пойми, чем закончится. Но мне идет боль сердца. Вот если человек не свободен, боль сердца одна на двоих. То есть и у вас сердце будет болеть, щемить, рваться на части, и у него, потому что он не свободен. Если вы не свободны, то же самое. Если вы оба свободны, то, девочки, смело соглашайтесь, особенно если мужчина нравится. Ваша вот эта интимная близость, эти все страсти, они все равно очень быстро перерастут в нежность, в чувственность, в любовь, в преданность и в желание вот именно большего в формате семьи, ребенка,
общего быта, да, не только заниматься, извините меня, интимным делом, но еще и заботиться друг о друге, друг другу помогать. Вот такая идет ситуация. Я не знаю, как вы это переживете. Дай Боженька вам сил, да побольше. Но, девочки, ну вот идет, что идет. Идешь. Давайте я вам на оракулах посмотрю, да. Сейчас посмотрим на оракуле по поводу этого предложения. Ну, прям так четко показали. Ох, не может он без вас. Крышу сносит. Ручки, ножки трусятся. И весь мозг ниже пояса спустился. Он ни о чем думать не может, кроме этого. Кстати, у него уже это напряжение не первый день в чреслах находится. Если это все взаимно, девчонки, поздравляю. Это действительно то, что вы искали. Не думайте, что просто интимная связь. Нет, это все перерастет на любовь. О, ну как я и сказала, слушайте. Очень сложно будет решиться. Очень сложно. Ну, шок. У вас будет реально шок. Что вы не ждете, вы об этом не думаете, но вам либо вы думаете об этом, но вы представляете все по-другому, да, что хотя бы ухаживание будут, там встречи, свидания, а не вот так, что типа я тебя хочу, все, пошли, ты моя. Но оно именно так произойдет, и вы прям в шоковом состоянии и долго из него будете выходить. Вы не будете понимать вообще, что происходит. Как можно на это адекватно среагировать? Вообще, как можно на это среагировать? Но тем не менее, такая вот непонятка, она какое-то время присутствует. Если вы соглашаетесь, смотрите, клевер, удача, везение, любовь, счастье, радость на двоих. Ребенок, как я сказала, да, это все-таки отношения серьезные будут, с продолжением. Опять же, у одних ребенок отыграется как рождение ребенка, у других как создание семьи, да, зарождение новой, прекрасной, не знаю, любви, чувства, там, привязанности в конце-то концов. А может быть, вы вместе что-то даже будете делать. Ну и по итогу цветы. Цветы — это радость, удовольствие. Это то, что делает людей счастливыми. То есть, возможно, то, что начнется как тайная связь, вернее, невозможно, а так оно и будет, да, то, что начнется как тайная связь, будет открыто всем людям, и вы будете счастливы, и люди за вас будут радоваться, какая вы чудесная, замечательная пара. Да, девчонки, вот такое предложение вы получите. Причем получите, в самом ближайшем обозримом будущем. Вы все разные, здесь мы будем считать в неделях, да, 1 неделя, 2 недели, 3 недели максимум. Максимум, даже месяца здесь не вижу, меньше, чем месяц. Вы такое предложение получите. Значит, вы пришли на эту отсыпку, я вам сказала, к чему готовиться. Постарайтесь себя настроить, постарайтесь придумать хотя бы какие-нибудь там фразочки, которыми можно отвечать на такие предложения. Ну и сами для себя решите. Готовы? Нет. Хотите? Нет. Это как шанс, это как возможность устроить свою личную жизнь. То, что начнется под чреслом, через постель, приведет вас в ЗАГС, да, и в общий дом к общему счастью. Так идет. Так, следующее предложение. Следующее предложение связано с вашей занятостью, с вашей деятельностью, с вашей работой. Работа. Даже если вы уже не работаете, не намерены работать, не хотите ничем заниматься, все равно будет какое-то предложение. Предложение где-то поучаствовать, в чем-то себя проявить, может быть, даже чему-то научиться, а потом это все в работе реализовать. Мне очень нравится ваш ответный интерес. Вот здесь вы будете 100% заинтересованы. Здесь вам очень понравится и предложение, и идея, и даже сценарий, который вам будут предлагать. Да? Например, там, ваш сценарий там, как трудовой договор. Да? Либо там, вам распишут всю эту схему там, от начала обучения до окончания обучения, да, до реализации. Предлагать вам, скорее всего, будет мужчина, либо женщина, но мужчина там будет главный. Вот так мне идет 2 человека.
Но тот, кто вас вытягивает, вернее, втягивает в эту работу, в эту активность, в эту деятельность, это все-таки мужчина идет. Либо тот, кто будет платить, это будет мужчина. Очень хорошее предложение. Что мне нравится? Мне нравится, что оно очень четкое, оно очень хорошо спланированное, оно действительно результативное, оно в долгую, да, это не краткосрочное предложение. И здесь еще какая-то прям система витиеватая в вашем развитии. То есть вы не только одним чем-то будете заниматься, к вам как веточки такие, ну, полосочки, дорожки будут прирастать каких-то других смежных занятий, либо смежных видов деятельности. А предложение само по себе будет достаточно честным, открытым и в меру скромным. То есть вам не будут обещать миллионы и миллиарды. Ну типа иди к нам, мы тебе будем платить миллиард, причем там ежедневно. Да? Такого не будет. Вам честно обозначу, что сейчас ты как новичок, да, как новенький, будешь получать там минимальную там, ставку, да, либо минимальную зарплату. Через месяц испытательный срок заканчивается, мы повышаем там, до такого уровня. Через полгода, если все хорошо, прекрасные результаты, еще повышение. Типа каждые полгода мы повышаем. Мы себя каждые полгода рассматриваем, анализируем. Ну и по твоим показателям, по твоим результатам мы тебя дальше, значит, двигаем, продвигаем. То же самое, если работать через обучение. Вам все это расскажут, пропишут, не знаю, там контракт очень четкий будет, даже без юриста можно разобраться, без обмана, без каких-то, вот знаете, этих историй с бисером и пуха. Ничего этого не будет. Все будет четко, все будет логично, все будет ясно и очень прозрачно. Просто шикарное предложение. Кому-то, кстати, предложение будет, может быть, даже куда-то уехать, поработать, не знаю, в другой город, в другую область. В конце концов, за границу тоже можно уехать поработать. Не могу сказать, что вы прям ждете, но вы об этом в глубине души мечтали. Вот не мечтали вы о миллионах и миллиардах, вы мечтали о стабильности, о нормальной, адекватной атмосфере в коллективе, например, да, либо в понимании того, что вы делаете, как вы зарабатываете, получаете. Вот такое предложение вам поступит. Предложение поступит чуть позже, чем вот это интимного характера. То есть здесь мы будем брать месяц-полтора. Вот как-то так идет. Причем вы этих людей, которые будут делать вам предложение, вы их сами найдете. Вы к ним, скорее всего, обратитесь. Либо, ну, допустим, да, даже случайно вы где-то, например, находитесь, люди об этом разговаривают, вы говорите: о, как интересно, мне интересно об этом узнать, меня это заинтересовало. Да, а кто-то будет подавать резюме, кто-то будет, не знаю, размещать свое резюме где-то, да, с указанием, что я вот ищу именно такую работу, либо такой график работы. Прекрасно, это просто прекрасно. То есть кто мечтал о хорошей работе, да даже кто и не мечтал, вот идет такое предложение. Поначалу, да, скромненько, а потом, как пойдет, как поедет, вы сами себя будете вполне прилично обеспечивать и даже будете еще кого-то, например, там, на содержание брать. То есть у вас будет достаточно средств, чтобы покрыть все свои нужды, какие-то сбережения сделать, и плюс еще вы можете донировать на кого-то другого. Так, хорошие предложения, мне это нравится. Даже вот это, несмотря на то, что оно скандальное, мне тоже нравится. Так, еще по предложениям. Вот здесь, кстати, нечестное предложение. Здесь среди родственников, либо в семье вам будут предлагать взять на себя больше, чем вы можете вынести, да, либо больше, с чем вы сможете справиться. То есть люди, понимая то, что это несправедливо, то, что это нечестно, то, что вам будет тяжело, то, что вы можете надорваться, будут специально вам предлагать, причем постоянно пытаться еще и ставки повысить. То есть, если вы даже будете соглашаться, они будут говорить: а вот это тебе слабо, да, либо если ты уже подписалась, бери и это. То есть, как хотят, да, ну, мне вообще идет женщина, да, она хочет, чтобы вы либо надорвались, либо вы опозорились. Ну, типа, на себя обязательства взяла, а ничего сделать не может, и она прям первая прибежит и будет тыкать вас не только пальцами, но и камни может вас кидать. Эта женщина давно на вас зуб имеет. Это ситуация не первого дня и не первого месяца.
кого-то даже вот годами длится, когда ей хочется, чтобы вы опростоволосились, когда ей хочется кому-то доказать, что вы не такая уж хорошая, что вы не такая уж там смелая и сильная. Вот хочется ей это сделать. И она вас будет провоцировать, зная, что вы человечек, ну такой, человек слова, во-первых, да, во-вторых, вы человек, который ну, готов к вызовам, да, она вас будет провоцировать. Поэтому имейте это в виду. Если вы встретитесь с этой ситуацией в реальной жизни, лучше сказать ей, что ой, нет, ой, вы правы, да, я не смогу, что-то у меня здоровье не то, либо у меня там занятость какая-то. Вот. А давайте вы возьмите на себя, да, покажите мне примером. Вот вы начните, а я типа подхвачу. То есть не ругаться с ней, а постараться то, что она пытается эту сеть на вас накинуть, перекинуть на нее. Вот, женщина, конечно, мерзкая. Вы меня простите, я не хочу тут гадать, кем она вам приходится, но она реально мерзкая. Таких людей, не знаю, 10-й дорогой надо обходить, а у вас она в родственниках числится. Плохо. Так, еще предложение. Предложение от человека, с кем вы общаетесь в интернете. Либо начнете общаться, либо уже общаетесь. Здесь какое-то очень плохое предложение в плане, скорее он будет просить у вас ему помочь. Там, деньгами, каким-то действием. Но это будет неприятно, это будет прям как-то вообще зашкваристо. И у вас такое отвращение к этому человеку пойдет. И думаю, вы его сразу заблокируете. Возможно, человек там себя рекламировал, говорил, что я там супер-бупер, специалист, бизнесмен, там мне все собаки кланяются. А потом такой, а ты можешь мне там скинуть денежку или там можешь что-то сделать для меня? Ну, мелочно, неприятно и фу, мерзко. Блокируйте, даже не думайте. Так. Еще предложение. Здесь идет предложение дружбы. Дружбы, контакта, даже какой-то взаимовыручки, взаимопомощи. Очень похоже либо на коллегу, либо на соседей. Возможно, у вас одна ситуация на двоих, либо похожие ситуации. Человек сам к вам подойдет и скажет, ну вот видишь, какая ситуация, давай друг другу поможем. Я могу это, ты можешь то, давай объединим усилия и вместе справимся. И вы знаете, вы справитесь. Справитесь, и вот это дело, оно станет началом хорошей, доброй дружбы. Вот эта, кстати, ситуация, она где-то вот следующая неделя, либо к концу следующей недели. Так, и еще одно предложение. Предложение поучаствовать в каком-то мероприятии. Это может быть какой-то праздник, какое-то собрание людей, какое-то творчество, конкурс может быть. Вам будут предлагать там участвовать. С одной стороны, да, это будет интересно. Это будет познавательно, весело. Но с другой стороны, там какой-то подвох. Что-то там нечестно. Либо люди там уже все обговорили, сговорились, договорились, распределили. Вот. Либо, ну, в принципе, есть какой-то теневой замысел. Вот, имейте это в виду. Если вы примете, поучаствуете, но вы ничего не потеряете. Может быть, ничего не выиграете, но тем не менее ничего и не потеряете. Развлечетесь, повеселитесь, приятно проведете время, азартно проведете время. Если вы будете рассчитывать на что-то прям ну совсем уж серьезное, там на выигрыш, там прочее, лучше не участвуйте, потому что там уже все места, как говорится, распределены. Ну, думать вам, конечно, выбирать вам, я вас предупредила. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.